комрады, друзья, подписчики канала, всех приветствую вас на своем канале. Выехал на очередной коп, копаем, ходим, находки есть, впечатляющие даже. Вот сейчас засвечу вам. Я жду возле дома одного мужика. Я ему одну монетку подарил, наполеоновскую, и он пошел принести свои монеты, говорит. Это у него есть старые монеты, показать хочет. Короче, я не стал вначале показывать видео, но сейчас пока стою, покажу. Так, что у нас? Ходил я, бродил, находил монеты. Вот они. Монеты есть тут разные вещи. Одну ему дал, наполеоновскую монету, как я уже говорил. Вот. Он говорит, это вся земля раньше принадлежала его деду. Вся кругом земля. Я говорю, вы хозяин здесь? Нет, это фермеру продали тому. А раньше была... Ну, я говорю, вот вам монеты, короче. Ваш дед, видимо, потерял. Так, здесь сколько у меня монет? Несколько монет. Так, руки грязные. Ну, я после покажу. Ну, так, просто засвечу находки, чтобы вам тоже мозги не делать, когда достаю каждому. Ну, здесь находок валом. Я между 5 минутами там по одной монетке по-любому находил я эти. Вот это 5 сантимов вроде, это не Наполеон, вот черная виднеется. Вот большая Наполеон. Вот такие дела. Вот. Мужик интересуется. Да, вы чё, как, кому, почему? Вы от фирмы или для себя? Для себя копаю, хожу, брожу. Вот такие дела, друзья. Сейчас будем продолжать, покажу. Идет он. Чувак идет. Вот он. Все. Так, комрады, я тут стал на охоту снова. У меня тут сигнал, я вижу, монетка какая-то, вроде бы, точно не знаю. Сейчас будем смотреть. Короче, с этим соседом, как у нас вышло, о чем мы договорились с ним. Мы с ним договорились на то, что он даже говорит, в один день, если хотите, приезжайте. И у него такая земля красивая. Говорит, копайте у меня на огороде, если хотите. Проблем нету. Вот. Говорит, тут земля старая очень, и можете копать. Короче, я ему дал один Наполеон. Взамен он мне дал вот 1 шиллинг 76-го года, немецкий, республик австрийская вроде, да, монетка. И еще он эти монетки, то, что мы сейчас говорили, не нашел. Говорит, там у него бочонок такой, и эти монеты, он говорит, я вам подарю, короче, я вам эти монеты дам, они мне не нужны, говорит. Вот, полбочонка, говорит, у меня много монет, я вам все отдам. Зашел, не нашел, вышел с этой монетой. И вот так любезно разрешил у себя покопать. И даже если не даст, на одном слове, как говорится, хорошее слово, гору растопило. Вот. А сейчас у нас здесь что-то, вот она есть. Глянем. Это пуговка. Точно пуговица. Не монета. Руки грязные, неприятно даже вам показывать. Вот такие дела. Продолжаем искать. Ищем. Друзья, вот они монеты хозяина. Здесь старые франки. Вот эта монетка, не знаю, что это такое. Ну, короче, в очень хорошем состоянии монеты.
которых я никогда даже не видел. Вот. И мы нашли в этой штучке, баночке золотого слоненка, по-моему. Oui, je pense, oui. C'est alors. Ouais. Je savais pas. Так, и что у нас здесь? 10 centimes. Après. Ouais. Le franc. Ouais, c'est franc. Dernier franc. C'est 2 francs. Dernier franc français. 1914. Avant l'euro. Ouais. 10 Ça. francs. Ça c'est vieux. 1976. Ouais. Oh. Ah, je sais pas si Oh, c'est ouais. chez nous. Regarde. Regardez où. C'est argent, je crois. 100 francs. 1968. Ouais, les bons états. Incroyable. Ça. C'est un trésor. Un trésor. Je sais pas. Ouais. 5 francs. Ouais. Franc. C'est un franc aussi. Aussi, oui. Вот такие находки. О, вот. Ah, ça, oui. L'argent. Argent 1871, je crois. Ah oui. Вот такая красивая монетка. Ouais. Très bon état. Très bonne monnaie. Voilà, такая красота. Вот такие дела. Трезор. Bon, все, продолжаем. Отошли мы от дел. Короче, в болоте я полном. У мужика, можно сказать, клад. Ну, такие монеты у него в очень хорошем состоянии, старые монеты. Этот Луис мне очень понравился. Я ему сказал, если хотите, я помогу вам продать ее. Узнаю цену. Но она должна где-то стоить. Ну, состояние не ахти у этой монеты. Кстати, я одну нашел. А он мне еще 2 монеты дал. Вот такие. То, что от чего можно было бы даже отказаться, правда. Но я не стал отказываться, раз дает, пусть дает. Это Наполеон убитый такой. Вот. У него монеты в очень хорошем состоянии, красивые, серебро было, много серебра у него было. Вот. Что еще сказать? А сейчас он не предложил уже коробку эту. Раньше, до этого он мне сказал, я вам коробку монет дам. А сейчас, когда я ему сказал это, смотрите, тут золото есть, тут хорошие такие монеты, он уже видно было, что он не хочет расставаться. Но я ему сказал, я помогу вам продать. Короче, одним словом, вот так мы разбежались. Вот. Ну, осталось в силе то, что он даст мне покопать у себя в огороде. Вот такие дела. Ну, потом, может, я ему предложу какие-то деньги за все, если он продаст, видно будет, за сколько он хочет всю коллекцию продать. Но я много не дал бы за них. Максимум 100 евро. Ему они не нужны, а мне для коллекции пойдет. Но Луис, он даже... Он будет стоить 100 евро. Без Луиса, я говорю, Людовига, 100 евро можно будет дать за коллекцию. Вот такие дела. Продолжаем, друзья, коп. Все. Еду домой. Вот видите, моя подкова. Вчера ее находила я. Сегодня заберу, почищу хорошенько. И на копыта. И на копыта приделаю. Вот. Очень доволен копом. Доволен, да.
впечатлили меня монетки от этого мужика. Хорошие, классные такие монетки были. До сих пор под впечатлением от них. Вот. Что еще? Ну, как обычно, я бы попросил вас подписаться для стимула, для продвижения нашего канала. Вот. И для ребят, кто в Европе будет копать или искать, ну, кто имеет аппарат вот этот Гаррет 250, ну, из Аси Гаррет, кто живет в Европе, могу предложить вам диски Торнадо. Уже кто хочет, напишите мне, кто имеет уже этот Гаррет. У меня есть диск, я продаю его за меньшую цену, чем в магазине, и никогда не использованный, новый, нуль, гарантия, по-моему, 5 лет, по-моему, гарантия, да. Вот, иду по траве, чтобы ботворты свои почистить. Вот такие дела, комрады. Приеду домой, уже сделаю обзор своих находок, и так будет дело. Вот, остаемся для продолжения обзора. Друзья, сейчас у нас оконцовочка вот этого видео, вот этого нашего выхода, и подведем итог. Итог у нас кольцо какое-то золотое, пуля дура от мушкета, еще одна пуля дура от мушкета, снова пуля. Так, взял я какой-то кусочек свинца, он мне что-то напомнил, какой-то узор, не стал я выкидывать, взял его. После вот застежка вроде бы от ремешка, взял я ее. Так, пломба, вот Наполеон монета, в плачевном состоянии, правда. Снова пломба, не знаю, камешек какой-то, тоже неизвестное строение. Застежечка. Так, это от какого-то изделия, видимо. Ага, все, догнал. Видите? Видимо, вот это вот так крепилось, и может от шкафчика, может какой-то ссор был на чем. Ну, это ясно, короче. Потом, вот снова монета, вроде бы Наполеон. Сейчас мы ее по-быстрому промоем, а так. Так, это у меня даже, сейчас скажу, сейчас скажем, это вроде бы, так, что это у нас? Это у нас не Наполеон, это не Наполеон, и это радует. И что это сейчас у меня определяться времени, правда, нету. Но это не Наполеон. Вот. После Наполеон еще монетка. Один Наполеон я этому мужику отдал. Так, это железка снова. Так, это ерунда. Это что? Сейчас глянем, что это. Как калик, видимо, снова. Так, это что? Это неизвестная монетка. Короче, чистить надо. Ну, не знаю, короче. Не важно. После, что хочу сказать. Этот мужик мне уже после того, как я вот сделал вам обзор его монет, всего того, он мне еще подогнал вот этот бон
Альфонс. Видите, какое состояние идеальное. Вот это монета, вот это шиллинг я уже показывал. И еще он мне подарил вот эти вот 5 сантимов франков. Короче, 3 монетки он мне подарил. Такие дела. Насчет его Луиса узнавал я, эта монета стоит. Она выходила в экземпляре 1 500 000 экземпляре. Или 150 миллионов. 1 500 000, да. Короче, стоит она 20 евро. Недорогая монета. Вот. Вот такие дела, друзья. Ну, на этом все. Выход для меня, я лично думаю, удался. Нормально, я доволен. Так что ждем вас на канале. Подписываемся, лайки, приветы. Короче, поехали дальше.